naszą podczkę kiedy punktam dla intelektualnie что нам мы на решете пол вообще-то поколение Мария Дмитриева, выпускница Аграрно-технического института Российского университета Дружбы народов, страховой брат. Никита Беляев, студент второго курса геологического факультета Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, село Малая Пурга. И, наконец, капитан команды Павел Ураков, студент второго курса образовательной программы политологии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Нет. Поехали. Давайте, пока крутится волчок, познакомимся с капитаном. Павел, прям кратенько о себе расскажите. Я родом из Ижевска, как упоминалось, да, в принципе, и до 18 лет, в общем-то, жил там, закончил гимназию имени Кузибая-Берда в Ижевске. Удмуртская девочка начинала ткать лет с 5, и, выходя замуж, должна была иметь богатые приданое. Целый сундук изделий рукоделия. Начинаем второй раунд. Крутите, пожалуйста, волчок. Ну, с капитаном мы познакомились более-менее. Георгий, отзовитесь. Давайте знакомиться с вами. Несколько словечек о себе. Несколько словечек, ну я тоже из Ижевска. 3 вопроса по 20 секунд. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на все 3 вопроса правильно, естественно. Итак, первый вопрос. Это растение включено в список редких, охраняемых в Удмуртии. Во многих регионах России существуют разные народные названия этого растения, такие как сибирская роза, огоньки, бубенчики, балаболки. А в Удмуртии эти цветы называют... 20 секунд пошли. Мне очень приятно, что вы здесь сегодня с нами, мы с вами, и что я могу поделиться сейчас коллекцией своей. Я разделила ее на 2 части, хотя это одно нечто большое. В черном ящике является обязательным ингредиентом, необходимым для приготовления этого напитка. Он имеет эффект фильтра, и без него получается совсем не то, говорят хозяйки. Так что же находится в черном ящике? Минута пошла. Павел, кто будет отвечать? Отвечает Никита. Так, что же находится в черном ящике? Господин ведущий, мне кажется, что это уголь. Уголь. Ну, какие у вас были версии напитка? Чтобы знать, из чего готовят напиток, ну, какой ингредиент, нужно знать ведь напиток, правильно? Ну, мы думаем, что это какой-то алкогольный напиток, раз зелье такое вот. Ага. И, соответственно, в этих зельях используется уголь, да? По-вашему? Понятно. Внимание, правильный ответ. Этот напиток называется варщ. Готовят его только в деревне Быки. В черном ящике находится... Открываем. Солома.
очень полезен для здоровья, его любят и взрослые, и дети. Стойки за маяками, песок кончиком, и тани тач кончиком, тач кончиком, тач кончиком лай чагиос. Идет пойдет, чаг блэк буро, что тоже Уро. пятки кончиком. Все собрано в лесу юмора с кончиком. Such a shame it took this long to find the truth. But how can you sit there and blame me? Like I must have done something wrong. No, there's no way to hide it. 'Cause I know that shame gets everywhere. Ну, царь Борис. Я видела самого царя, сказала Серафима Семеновна. Да, я царь Борис, ответил Борис Николаевич. Счет становится 3-1. Что вы все понимаете, что удмуртский костюм он носится с украшением журналиста. Это все сейчас представители южно-удмуртские, хотя вот эти 3 варианта это вообще закамские. Это место, откуда, когда оттуда идут тучи, это вот 100% будет дождь. То есть это Чечен-Сырык, это гнилой угол, да? То есть оттуда идут тучи, будет дождь и затяжной. Ну, обычная. Потом не каждый, значит пара, может это лыжи, которые это монумент, нет? Московский, московский Да, такой, да. Другой вариант такой. Парень. Отвечает Марина Иванова. Марина Иванова. Хорошо. Ну, у нас есть предположение, что это лыжи, которые, ну, имеется в виду вот эти вот монумент, да, который как бы изображает. Это тот, кто спроектировал металлический каркас рубиновых звезд Московского Кремля и установку их на башне. Его зовут Борис Григорьевич Ложкин. Соответственно, в стихотворении была фамилия Ложкин. Браво, Георгию Грязеву. Видите, волчок. Ну что ж, 7-й раунд, а игра еще не закончена, это уже успех, мне кажется. Со всеми ребятами познакомились. Лариса, ну, то есть у вас была версия, да, про звезды? Вот я могу показать. У меня изначально была эта версия, но я промолчала. А почему вы молчали? Сначала мне пришла версия про эту звезду, а потом уже в ходе обсуждения мне пришла версия про эту звезду. Совещавшись, приняли решение, что, вероятнее всего, он в данном послании предлагалось не участвовать в военных действиях Первой мировой войны и всячески саботировать подготовку к этим военным действиям. А почему оно вот на 3 языках было напечатано? Ну, вероятнее... Кому оно посвящалось? В основном, получается? Возможно, посыл был в том, чтобы не участвовать за Российскую империю, а сохранять свою национальную идентичность. Павел? Отвечает Георгий. Мы посвящались и решили, что вот, популярной скульптурой для себяшек в Ижевске у нас является скульптура, ну, одному из наших символов, оружейнику Ижику, который на центральной площади находится, если его оттуда не убрать. Ну что ж, начнем. 9-й раунд. Крутите волчок, пожалуйста. Георгий, как вам пришла эта гениальная идея? Ну, я просто подумал, что такая структура похожа на снегиря, из которой чаще всего фотографируют. Сразу же пришла на ум, А вы не могли вспомнить, да, долго? Чижик, пыжик поговорить, там что-то. 13-й сектор. Посмотрим.
Дороли. Ребята, вопрос на тему одежды. В удмуртском традиционном комплексе костюмов есть такой верхний элемент одежды. Я думаю, это слово вы много-много раз слышали. Нюанс такой. Я, конечно, не знаю, насколько вы знаете удмуртский язык, но это слово состоит из двух частей, но, по крайней мере, переднее начало этого слова имеет, я так понимаю, общее пермское значение. Ну, когда коми и удмурты еще жили вместе, у них это слово означает то же самое. Счет становится 6-3 в пользу команды знатоков. Вот имена победителей. Георгий Шабанин, Лариса Мартанова, Марина Иванова, Мария Дмитриева, Никита Беляев и капитан команды Павел Бурак.